Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Мегино-Кангаласском районе следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве двух человек. 33-летний житель села Табага ночью 30 мая этого года со своими приятелями выпивал в салоне машины. Во время этого между обвиняемым и одним из мужчин вспыхнула ссора из-за того, что потерпевший ранее не оказал помощь общему знакомому при возникновении проблем с машиной на дороге. Мужчины вышли из салона, и ссора продолжилась на улице. Третий участник мероприятия попытался предотвратить разрастающийся конфликт, сделав замечание обоим приятелям. Однако это не помогло. Обвиняемый взял из стоящей рядом своей машины охотничье ружье и с 5 метров выстрелил в обоих мужчин. После чего, подойдя ближе к упавшим, произвел в них еще по одному выстрелу. От полученных ран потерпевшие скончались на месте, а обвиняемый скрылся на своем автомобиле, отправившись в соседний район. По пути он был остановлен сотрудниками полиции, которые уже владели информацией о произошедшем убийстве. Его доставили к следователю, и мужчина рассказал об обстоятельствах произошедшего. В ходе предварительного расследования он признал вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд. По факту обнаружения человеческих останков под зданием в городе Якутске возбуждено уголовное дело. Напомню, что информация об обнаружении тела человека распространилась в социальных сетях. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа во главе со следователем. С места изъяли предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего. В настоящее время назначен ряд экспертиз, исследований, которые помогут установить личность погибшего и причину его смерти. В Якутске мужчина украл из магазина швейный станок. Вора удалось задержать по горячим следам. Полицейским помогла служебная собака. Пройдя несколько улиц через дворы, собака привела полицейских к киоску по ремонту обуви. Так, по горячим следам установлен 41-летний местный житель. Мужчина шел домой с рынка и по пути решил зайти в один из магазинов, чтобы согреться. Находясь в торговом помещении, злоумышленник незаметно похитил со стеллажа швейный станок, который предназначен для обрезки и обработки деталей кожаных изделий, и сразу сбежал. Чтобы продать украденное, он зашел в пункт по ремонту обуви, чтобы узнать примерную стоимость и применение данного оборудования. Но он не успел. В приличном досмотре похищенное имущество было изъято, а подозреваемый доставлен в отдел полиции. В его отношении возбудили уголовное дело. Сейчас он водворен в изолятор временного содержания. В Варшаве из-за прорыва трубы с горячей водой образовалось озеро с кипятком. 2 человека пострадали. Подробности в следующем материале рассказывает Татьяна Гамозова. 2 человека получили ожоги в результате аварии в системе центрального отопления в Варшаве. Об этом сообщает местная пресса. Трубу с горячей водой прорвало в столице Польши в среду. Кипяток разлился по улице. Судя по видеозаписям очевидцев в социальных сетях, в районе инцидента все заволокло густым паром. Полиция приостановила автомобильное движение и перекрыла зону для пешеходов. Пожарная служба сообщила, что размер озера с горячей водой составил около 600 метров в длину. Примерно 200 машин, включая 7 автобусов, вынуждены были ждать, пока аварийные службы ликвидируют прорыв. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.